Правительство Коми направило на рассмотрение в Федеральный центр инвестиционный проект по развитию столичных территорий. Речь о сносе ветхих деревянных строений в центре Сыктывкара и возведении на их месте современных домов. Но что любопытно, часть новостроек будут панельными. Говорят, что уже готовы производственные линии и вот-вот начнется строительство. Не станет ли новая типовая застройка продолжением из нашего советского прошлого, выясняла Ольга Коняева. В былые времена, когда человек попадал в какой-нибудь незнакомый город, он чувствовал себя одиноким и потерянным. Вокруг все было чужое. Иные дома, иные улицы, иная жизнь. Зато теперь совсем другое дело. Человек попадает в любой незнакомый город, но чувствует себя в нем как дома. До какой нелепости доходили наши предки. Они мучились над каждым архитектурным проектом. Во всем известном фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром» типовая застройка в стране сыграла ключевую роль в судьбе главного героя Жени Лукашина. Когда в 1975-м картина вышла в прокат, такая ирония никого не удивила. Более того, тогда хрущевки были мечтой советского человека. Молодой человек, извините, как мне попасть в аэропорт? Мне нужно в Москву. Там за углом 30-й автобус останавливается. Пожалуйста. А это действительно Ленинград? Пить надо меньше. В годы индустриализации Советского Союза жители хлынули из деревни в города, но строительная отрасль не успевала за темпами миграции. Коммуналка была не худшим вариантом для жизни. Проблему усугубила война. Миллионы остались без крова. Необходимо было быстро построить большое количество жилья. 4 ноября 1955 года было принято постановление об устранении излишеств в проектировании и строительстве, чем и была поставлена точка в советском классицизме. Началась эра панельного домостроения. Часто вопросы задают панельное строительство там на северах. Вот как раз на северах, где климатическая зона такая, что, вот, например, с кирпича вот в Воркуте когда строить? В принципе, некогда. 2-3 месяца максимум можно выбрать. Но если это 6 попадется, это просто чудо. А панельные дома, они как-то не зависят особо от погодных условий, поэтому их можно возводить. Поэтому и первый у нас завод КПД появился именно в Воркуте. Потом комбинаты были открыты в Сыктывкаре, Печоре, Усинске. От забивки свай до сдачи ключей новым жильцам проходило от 3 до 9 месяцев. Сами блоки, изготовленные в заводских условиях, нужно было только собрать как конструктор. Так республика прирастала жильем с невиданными по сегодняшним меркам темпами. Жизнь идет вперед, и воркутинские коммунисты постоянно корректируют планы застройки новых микрорайонов. Первый секретарь Воркутинского горкома партии, герой социалистического труда Василий Григорьевич Курский. Они серийные все, как все. Смотри, 10 месяцев зима, остальное лето. Самое важное, чтобы экономно площадь, землю занимать. Нельзя растягивать город вширь. Надо, чтобы на районах Крайнего Севера город рос вверх, а не вширь. Типичный двор советской застройки. Все дома на одно лицо, отчего город кажется серым и унылым. Да и площади квартир очень маленькие. Кухня 6 квадратов. Куда это годится? Но люди, заселяясь, радовались. Ведь это было первое благоустроенное, бесплатное, а главное отдельное для каждой семьи жилье. Максимум, что могли позволить себе застройщики, разные цвета панелей, но не яркие у нас. Это серые, желтые, белые. Облицовку так называемой ириской маленькой плиткой, парапеты, объемные балконы. Потом появились дома улучшенной планировки, выросла площадь квартир. Это уже был прорыв. Но, увы, началась у нас перестройка, и все это рухнуло. Проблема в том, что для панельных домов нужны большие объемы и комплексная застройка. Потому что, во-первых, для панельных домов должны быть хорошие прочные дороги. Потому что панелевоз, он, во-первых, длиной более 8 метров, и грузоподъемность у него 40 тонн. Представьте, по городу Сыктывкару, по центральной части, эти 40-тонные машины возить, эти разрешения, эти крупногабаритные грузы, грузоподъемность, то есть куча проблем. Поэтому, как правило, панельные застройки идут в пригородах, в новых районах. Вот сейчас, если взять в сегодняшнее время, посмотреть Москва, Питер, крупные мегаполисы, где остались вот эти заводы, и они сегодня, конечно, активно используются, потому что это, в принципе, если идут большие объемы и все нормально выставлено, то панельные дома не самые дешевые получаются.
Ну а как же подпорченная репутация? Мол, холодные эти дома. Тут все дело только в обслуживании швов. Большей проблемой считается быстрое прогревание панелей. В таких домах жарко летом, но для севера это не так актуально. Ну, жарко так вроде бы нет. Раньше жарче было в нашем доме. А так тепло. Старовского 59 никто на тепло не жаловался. По крайней мере, насколько я знаю. А живу я там 50 лет. В принципе, у нас хороший дом. Единственное, что надо котел отопления поменять. Но это капремонт. Сейчас в регионе жилищное строительство сосредоточено в Сыктывкаре. Это в основном кирпичный новострой. Но тенденция может измениться. Один из застройщиков уже запустил в Сыктывкаре линию по производству панелей. Это значит, что панельному домостроению в городе быть, и уже начались продажи будущих квартир. Выбор строительной системы полностью лежит на застройщике, то есть он вправе выбирать, какую строительную систему использовать в строительстве. Главное, чтобы это никак не влияло на надежность здания. Также хочу отметить, что из современных зданий у нас только одно в панельном исполнении. Это единственный современный панельный дом в республике. По внешнему виду и не скажешь, конструктив скрыт за фасадами. Сами панели завозили из другого региона. Жители качеством довольны, тепло и шумоизоляция на должном уровне. Сыктывкарка Виктория рассказывает, что покупка квартиры в этом доме оказалась достаточно выгодной. Жилье продавалось уже с отделкой, что важно для семьи, которой нужно срочно заехать. А цена была такой же, как в кирпичном новострое, где покупаешь одни стены. Технологии меняются, качество и состав самих панелей сейчас другое. Да и внешний вид радует. У нас все хорошо, мы всем довольны. У нас цена соответствует качеству. Да, соседей у нас не слышно, дома тепло, даже жарко очень бывает. Вот сейчас, например, жарко. Практически закрыты батареи. Генеральный план Сыктывкара утвержден до 2035 года. В проекте предложена и стратегия управляемого сжатия, то есть переселение жителей с севера в столицу Коми. Это, конечно, предполагает строительство новых жилых комплексов. Планируется снести 107 старых деревяшек, в первую очередь на улицах Юхнина, Орджоникидзе, Карла Маркса, Оплеснина, Октябрьский проспект. Пока программа идет с отставанием, ее реализацию оценивают в 5,5 миллиардов рублей. Но, возможно, с федеральной поддержкой, которую ждет республика, дело пойдет быстрее. Тогда, может, и появятся нужные для панельного домостроения объемы.